Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 9 апреля мусоровоз лапой разбил окно автобуса. Инцидент произошел в Якутске на проспекте Ленина в районе площади Дружбы. У мусоровоза упала лапа и разбила заднее окно автобуса маршрута номер 18. Пострадавших нет, прокомментировали в Союзе автопредпринимателей «Союз Авто». Опасно. Гололед. Автоинспекция проводит профилактические беседы с водителями на дорогах Якутии. Сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия на переправе Даркылах города Якутска. Они раздали водителям транспортных средств памятки, провели профилактические беседы и проверили наличие документов на транспорт. Как сообщили инспектора ГИБДД, только за прошлые выходные было зарегистрировано 62 случая ДТП на дорогах республики, из которых 9 пострадавшими, где 14 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 6 детей. На знак обратили внимание? 200 метров, по-моему, было. Но на знак не обратил внимания. Дорожные знаки видели, да, при въезде на переправу? Не заметили дорожные знаки? Почти 80% водителей из тех, кого сотрудники ГИБДД поймали сегодня на нарушении, уверяют, они попросту не заметили дорожный знак, хотя стоит он на самом видном месте. Водители просто игнорируют знаки на переправе. А ведь этот участок от Даркылахов до Нижнего Бестяха сейчас самый загруженный. Начиная с той недели вообще, промежуток где-то так с 4 до полшестого. Мало идет машин. А то в основном одна за одной. В основном больше грузы идут. И легковых хватает, конечно. В это время года здесь особенно скользко. Посыпать лед песком нельзя, будет быстрее таять. И именно поэтому здесь так часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Забыв про гололед, водители превышают скорость и не соблюдают дистанцию. Не только сегодня, раздаем вот такие памятки, постоянно раздаем именно водителям, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. Ездили очень осторожно именно во время гололеда. Только за прошлые выходные было зарегистрировано 62 случая ДТП на дорогах республики, из которых 9 с пострадавшими. Так, за эти 2 дня 14 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 6 детей. Во всех случаях стоит отметить, что как водители, так и сами пассажиры не были пристегнуты, вследствие чего произошел и летальный исход, и люди получили тяжелые травмы. До закрытия ледовых переправ остается не так много времени. Участок на Даркылахе, по предварительным данным, будет работать до 15 апреля. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Тревожными выдались выходные для автомобилистов столицы республики. Тут произошло 41 дорожно-транспортное происшествие. Из них 31 столкновение автомашин, 4 наезда на пешехода, 3 человека получили травмы различной степени тяжести. Так, 6 апреля около 6 часов на перекрестке улиц Кулаковского и Ярославского произошло столкновение автомашины Toyota Corolla Premia под управлением 38-летнего водителя и автомашины Toyota Corolla Fielder под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП 47-летняя пассажирка Филдера получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лобной области. Днем воскресенья на перекрестке улиц Жарницкого строителей автобус ПАС совершил наезд на пешехода, женщину 61-го года рождения. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В России продолжается проверка торговых центров. В этот раз Минстрой поручил региональным инспекциям государственного строительного надзора проверить выполнение владельцами торговых центров норм по проектированию и строительству. Документ предписывает размещать детские игровые комнаты и кинотеатры не выше 2-го этажа и не далее 20 метров от выхода. Однако это требование не всегда соблюдается, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Он также выразил надежду на то, что собственники торговых центров примут меры для устранения нарушений. В противном случае им будут направлены предписания от противопожарных структур. Детские лагеря отдыха станут более безопасными. Госдума планирует принять в окончательном чтении законопроект, предусматривающий создание в регионах реестра организации отдыха и оздоровления детей. Это значит, что каждый родитель, прежде чем купить путевку своему ребенку, сможет изучить реестр и узнать все подробности о предстоящем отдыхе. Соответственно, если лагеря в реестре нет, лучше обойти его стороной. Реестр будет в обязательном порядке размещен на сайте администрации региона для всеобщего пользования. При этом все обращения родителей, поступившие в органы власти, и ответы на них будут размещаться на официальном сайте этого органа в интернете.
Незаконная вырубка леса нанесла ущерб почти на 2 миллиона рублей лесному фонду. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выявлено, что в период выполнения строительных работ в селе Кептин Горного района 57-летний сотрудник администрации села заключил договор на заготовку делового сена с физическим лицом. Но он не имел проекта освоения и договора аренды лесного участка. Подрядчик произвел незаконную рубку деревьев и лесных насаждений до степени прекращения роста. Было возбуждено уголовное дело, санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. А в Алдане больше нет павильона одежды и обуви. Часть здания уничтожил пожар. Предводительной причиной стала неисправная электропроводка. Ущерб мог быть меньше, однако ситуацию усугубили как не сработавшая вовремя сигнализация, так и заблокированные запасные выходы. Кто должен понести ответственность, узнавала Татьяна Вахнина. Рано утром вокруг одного из павильонов рынка «Универсальный» напряженная суета. Продавцы спешно выносят тюки и ворохи товара. Одежда и обувь сброшены прямо на снег. Вещи безнадежно испорчены. Они покрыты копотью и пропитаны едким дымом. Павильон, в котором находились более полусотни точек, в ближайшее время работать не будет. После пожара необходим ремонт. 7:30 где-то у нас был вызов, что у нас на рынке пожар. И приходим, тут у нас задымить, и в двери не можем попасть, и завалено снегом. Возгорание произошло рано утром. Предположительной причиной явилась неисправная электропроводка. Торговое место Дарьи располагалось как раз возле очага пожара. Товар, мужская одежда и обувь сгорел дотла. Вот эта вот сторона, где у нас обувь, да, вот это вот, там ни одной обуви. Это, знаете, это вот столько времени надо, чтобы она тлела, и чтобы вот ничего не осталось. Причина пожара будет установлена в ходе проверки. Пока представители администрации рынка не склонны принимать на себя всю меру ответственности. По их мнению, к возгоранию мог привести не выключенный кем-то из продавцов обогреватель. Я не знаю, что внутри случилось там. Конечно, там в двух отделах стояли обогреватели. Там было, когда отопление отключили, случилось, все, отопления не было. Им разрешили обогреватель. Пожар возник в торце павильона. Метраж выгоревшей площади оказался сравнительно небольшим. Однако очень сильным было задымление. И пострадал таким образом товар во всех точках. О сквозном проветривании речь не шла. Запасные выходы, а их в павильоне несколько, завалены снегом. А это говорилось. Я все уже говорила вот этому трактористу. Он говорит, у меня то соляр нет, я вам не подчиняюсь, я подчиняюсь директору. Сейчас директору звоню, он говорит, сейчас ему позвоню. Я говорю, так я неделю бьюсь, мне очистить входы. Никто не берется, никто не чистит. Ущерб от пожара лишь предстоит оценить. Однако по самым скромным подсчетам продавцов он исчисляется сотнями тысяч. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. На этом все. Берегите себя и будьте бдительны на дорогах.